В Сосногорском филиале общественной приемной главы Республики Коми состоялась прямая линия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. На вопросы жителей муниципалитета ответили специалисты социальных служб, сотрудники правоохранительных органов и представители управления образования. Больше всего звонков поступило из Нижнего Одесса. Например, местная жительница поинтересовалась, возможно ли обучение ребят, проживающих в поселке, на базе Ухтинского кванториума. Вы, наверное, все-таки имеете в виду IT-куб, вот про Ухту и Сыктывкар, то, что я так поняла. Значит, это действительно деятельность республиканского кванториума, которая называется IT-куб. В Ухте он тоже имеется. И у них появился мобильный кванториум. Они выезжают на территории и обучают детей вот этим замечательным цифровым навыкам. В том числе в этом году в Сосногорском районе одна школа города Сосногорска и одна школа поселка Войвож, они сами выбирали территорию, пройдут дети обучение такое в мобильном кванториуме. На следующий год они определят другие школы. Скорее всего, туда войдет и Нижний Одесс. Поступил из Нижнего Одесса и вопрос о проблеме бродячих собак. В последнее время в поселке зафиксировано несколько случаев нападения безнадзорных животных на детей. Разумеется, родители пытаются найти ответственного за сложившуюся ситуацию. Вот в нашем Нижнем Одессе неоднократно были покушены дети. Люди к властям обращались, в администрацию сигналы поступали. Будет ли администрация за свои бездействия нести уголовную ответственность? Что касается уголовной ответственности, насколько мне известно, по случаям, по крайней мере, которые проходят по сводкам и по которым поступали в прокуратуру города Сосногорска жалобы, детям причинен вред здоровья не тяжкий. То есть там легкий вред здоровья, насколько я помню. То есть у деток в основном кусают ноги, и вот у одной девочки укусили лицо. Вот, соответственно, уголовная ответственность, она, во-первых, не было заявления о привлечении к уголовной ответственности, насколько мне известно, в органы следствия, да, то есть в органы внутренних дел. Это первый момент. Второй момент, у нас уголовная ответственность наступает в случае тяжких последствий. Вот, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, никто к уголовной ответственности до настоящего времени и не привлечен. Стоит отметить, что в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям собственные прямые линии провели сосногорские работники социальной сферы и отрасли образования. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. На прошлой неделе завершился региональный этап конкурса «Лучший МФЦ». В первой номинации соревновались центры «Мои документы» со всей республики, во второй – «Лучший универсальный эксперт», специалисты по приему и выдаче документов. Эксперт Сосногорского МФЦ Ирина Денисюк приняла участие в конкурсе. Была поставлена задача, что я должна предоставить ролик, свою видеопрезентацию. Соответственно, были требования к этому ролику. Готовили, сделали, все помогали. Сейчас все так хорошо получилось. На мой взгляд, очень даже удачно. Для презентации Ирина сочинила стихотворение о своей работе. Также нужно было пройти онлайн-тестирование на знание обязанностей, которое длилось 45 минут. Участников конкурса оценивали по бальной системе. Результат Ирины – 2-е место. Я вообще люблю людям помогать, поэтому на работу я иду всегда в надежде всех обслужить, отпустить, да. Может, все услуги получили, какие хотят заявители, да. Потому что надо людям помогать. Сейчас в Сосногорском центре «Мои документы» горячая пора. Индивидуальные предприниматели подают заявки на компенсацию убытков от ограничительных мер по коронавирусу. Субъектам малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим во время карантина и нерабочих дней, предоставляется субсидия из республиканского бюджета. Список видов деятельности, которым полагается компенсация, представлен на сайте Министерства экономики Коми. Большой пакет документов не потребуется. Паспорт, реквизиты. Реквизиты желательно те, которые связаны с деятельностью именно, которую они используют для перечисления денежных средств. Вот это, только эти. То есть личные реквизиты свои не подойдут. От организации доверенность любая. Подать заявку на получение субсидий необходимо до 30 ноября. Консультацию можно получить в Сосногорском МФЦ. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
Сосногорские автоинспекторы рассказали учащимся младших классов 4-й школы о том, как вести себя на дороге. Сотрудники полиции напомнили ребятам простые, но жизненно важные правила, главная задача которых – сохранить жизнь и здоровье юных пешеходов. Сегодня мы провели мероприятие, посвященное пешеходам, маленьким участникам дорожного движения, которым мы обозначили, что, как действовать на дороге, чтобы их было видно, чтобы светоотражающие элементы на них присутствовали. То есть напомнили маленьким нашим участникам, как действовать на дороге. Как оказалось, элементарные правила безопасности ребятам уже знакомы. Это они доказали во время общения с сотрудниками полиции. На переход что мы делаем сначала? Лево-право, правильно. После того, как мы убедились, что машинка нас увидела, мы переходим дорогу, правильно? Да. Как отмечают автоинспекторы, такие мероприятия в образовательных учреждениях проводятся регулярно. Ведь незначительных правил поведения на дороге не бывает. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Центре Коми и национальных культур прошла интеллектуально-развлекательная игра «Квиз» с семиклассниками 3-й школы. Тема – традиции празднования Нового года у народов России. Приурочена к дню рождения Деда Мороза, который отмечается 18 ноября. У нас будет 5 туров. Значит, первый тур «Блиц». Там предлагаются выбрать из правильных ответов. Второй, третий и остальные туры уже нужно будет обдумывать ответы самим. Квиз «Игры разума» – республиканский проект Печорского объединения «Досуг» и Совета молодежи народов Республики Коми. Партнеры – региональное министерство национальной политики и Дом дружбы народов Республики Коми. Игра рассчитана на возраст от 14 до 35 лет. Одна из ее задач – формирование у молодежи народных культурных ценностей. Ученики 3-й школы – частые гости в Центре Коми и национальных культур. Такие игры, конечно, нужны, потому что они позволяют в нетрадиционной атмосфере, не в классе, не в кабинете, расширить свой кругозор и общение с другими людьми, с другими взрослыми людьми, не с педагогами, а с специалистами культуры. Это всегда положительно. Ребята разбились на 3 команды. Их целью было дать как можно больше верных ответов, за которые начислялись баллы. Участники получили в подарок аксессуары с национальным колоритом. Сотрудники центра приглашают сосногорских школьников на свои мероприятия. Педагоги могут позвонить в учреждение по номеру 54007 и узнать о ближайших событиях. Полина Бастракова, Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. Более 150 участников собрало в Сосногорске открытое первенство по дзюдо на призы главы района. С таким статусом соревнования по восточному единоборству в нашем городе проходили впервые. Очень статусный турнир, очень много собралось участников, около 150 человек в разных весовых и возрастных категориях, и мальчиков, и девочек, и очень много тренеров приехало. Возраст участников от 7 до 15 лет. На татами вышли не только юноши и девушки, занимающиеся дзюдо, но и приверженцы других видов единоборств, например, рукопашного боя. Я занимаюсь в кадетской школе рукопашным боем. Это интересно, потому что это спорт, борьба. Я хочу стать как Тихонов Максим. Я занимаюсь рукопашным боем, потому что мне надо защищаться и бороться, выигрывать на соревнованиях и получать кубки и достигать большего. Участие в открытом первенстве приняли не только сосногорские спортсмены, но и гости из Емвы, Ухты, Яриги и Сыктывкара. На самом деле хороший уровень организации. Сосногорск, в принципе, всегда у нас славился в республике именно организационными моментами, большое количество участников. Все, в принципе, без задержек проходит, большое количество участников. То есть сейчас спорт начинает опять возрождаться. Больше всего бойцов выставил Сосногорск. Для местных спортсменов соревнования получились результативными. В общей копилке более 4 десятков наград различного достоинства. Прошло, я думаю, все отлично. Самое главное, без травм. Значит, спортивная школа секции рукопашного боя выставляла 22 человека. Из них где-то около 10 человек выиграли.
все оказалось на более удачно. Думали, будет намного хуже. Ну и как бы посмотрели, над чем работать, над какими ошибками. Вручая награды победителям и призерам соревнований, глава района Сергей Дегтяренко отметил, что прошедшее первенство стало не только очередной ступенью развития для спортсменов, но и подарком Сосногорску к приближающемуся Дню города. Для многих из вас эти соревнования дали возможность подняться на новую ступень. Кто-то подтвердил свой уровень, кто-то усовершенствовал свое мастерство. В любом случае, проигравших здесь нет. Разрешите мне поздравить вас всех с достойными выступлениями и победой. Отдельные слова благодарности хочу выразить тренерскому составу. Несмотря на сложности, которые диктует нам непростая пандемийная ситуация, вы смогли достойно подготовить своих спортсменов и помогли им принять участие в этом мероприятии. Их победы – это прежде всего ваше упорство и мастерство. Как отмечают организаторы соревнований, мероприятие прошло успешно. А это значит, что открытое первенство по дзюдо на призы главы Сосногорского района может стать традиционным. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.